До 1917 года эвенки были известны как тунгусы. Отсюда и пошли названия великих сибирских рек, притоков Енисея: Нижняя Тунгуска, Подкаменная Тунгуска и Верхняя Тунгуска, Ангара. Фритьоф Нансен, великий исследователь Севера, впервые столкнувшись с эвенками, был поражен их смелостью, отвагой, выносливостью, поразительным знанием окружающей природы. Он сравнил их с индейцами Северной Америки и пожалел, что не нашлось сибирского Фенемора Купера, который смог бы прославить эвенков так же, как Купер прославил иракезов или делаваров. Не только Нансен, но и многие другие путешественники и ученые, сталкивавшиеся с эвенками, давали им самые лестные характеристики. Мужеством и человечеством, и смыслом тунгусы всех кочующих и в юртах живущих превосходят, писал русский мореход XVIII века лейтенант Харитон Лаптев. Они обладают известной выправкой, исполнены приличия, ловки, предприимчивы до отваги, живы, откровенны, самолюбивы, охотники наряжаться, а вместе с тем закалены физически, писал известный путешественник XIX века академик Миддендорф. А у знаменитого исследователя народов и языков Севера Йохельсона мы читаем: «Преданные и услужливые до раболепства, тунгусы умеют сохранять собственное достоинство и быть гордыми без чванства. Они презирают ложь и могут служить образцом честности». Другие очевидцы сообщают о том, что эвенк может обходиться даже во время жестоких морозов несколько дней без пищи, сохраняя при этом энергию и бодрость. Он сохраняет веселость в нищете и не унывает ни перед какими бедами и невзгодами, с открытым, добродушным и беспечным лицом. Таковы личные качества эвенков. И этот народ совершил великий подвиг, открыв и освоив колоссальные просторы сибирской тундры и тайги от берегов Тихого океана до Енисея, а может быть и вплоть до Уральского хребта, если правильна гипотеза о том, что название «Урал» происходит из языка эвенков. Вооруженные луком, на оленях или просто пешком, эвенки проникли в самые глухие уголки Сибири в поисках новых мест, богатых дичью и пушниной. Раз тронувшись в путь, тунгусы обыкновенно не скоро останавливались, и часто движение, начатое в известном направлении отдельными лицами или семьями, продолжается целые годы и десятки лет, охватывая все большую и большую часть тунгусов известной местности, свидетельствует русский этнограф Подканов. Но не только богатство новых мест влекло эвенков в странствие. Кочевки — это поэзия тунгусов. Эти слова очень точно определяют тот стимул, который заставлял эвенков сниматься с обжитых мест и уходить в неизведанный мир тайги. Откуда же двинулись эвенки в свой великий путь освоения Таежного океана? И когда они его начали? Академик Миллер, первый историк Сибири, считал тунгусов первыми обитателями тех стран, которые они занимают поныне. Другие ученые полагали, что родина эвенков в Китае, Монголии, Преамурье. Интересную гипотезу о происхождении эвенков выдвинула советская исследовательница Глафира Макарьевна Василевич, около 4 десятков лет жизни посвятившая изучению эвенков. По ее мнению, около 5000 лет назад в районах горной тайги в окрестностях Байкала появились охотничьи племена, облик которых был близок к облику эвенков. Это и были их далекие прапрапредки. В первых веках новой эры в Прибайкалье появляются куруканы, народ, который Василевич считает тюркоязычным. Вполне возможно, пишет она в монографии «Эвенки», что выход тюркоязычных групп к Байкалу
дал первый толчок к расселению тунгусоязычных охотников по тайге на запад и восток от Байкала и на север по Лени. Второй толчок дало переселение монголов. В начале XIII века монголы объединились и создали государство, превратившееся затем в гигантскую империю Чингисхана. В Прибайкалье появились предки бурят, а предки современных якутов двинулись вниз по Лени на север в Якутию, которая уже была заселена эвенками. У живущих на реке Лени тунгусов есть предание, унаследованное от своих предков, что когда якуты прибыли в те места, предки их оказали сильное сопротивление непрошенным гостям и не хотели их пустить, но были побеждены, пишет академик Миллер в «Истории Сибири». Эвенкам пришлось отойти дальше на север, по Лени, на восток, вплоть до Тихого океана, и на запад, за Енисей. Наконец, третий толчок Тунгусской Одиссеи был дан появлением русских в Сибири. Долины Енисея, Лены, Ангары стали осваиваться крестьянами и перестали быть охотничьими угодьями. Эвенки отошли от больших рек и двинулись вглубь тайги, в малодоступные места, где дичь была не пугана. А так как и в ряде этих мест со второй половины прошлого века стали открываться золотые прииски, то эвенки ушли уже в совсем недоступные дикие места, пройдя практически весь океан в великой сибирской тайги. Итак, вплоть до первых веков нашей эры предки эвенков, маньчжуров и других родственных им малых народов жили вместе, вероятно, в районе Прибайкалья. Появление древних тюрков, а затем племен, говоривших на монгольских языках, заставило эвенков уйти в бескрайние просторы тайги и покорить их. Похоже, что район Прибайкалья таким образом является точкой пересечения народов, говорящих на языках трех семей – тюркской, монгольской и тунгусо-маньчжурской. За время многовекового соседства в этих языках появились общие слова, так же, как и общие элементы в культуре, быту, хозяйстве. Проникая все глубже в историю, добираясь до основных пластов языка, обращаясь к тем словам, которые, как правило, не заимствуются, ученые установили, что тюркские, монгольские и тунгусо-маньчжурские языки обнаруживают несомненное сходство. Лингвисты, сравнивая различные тюркские языки, смогли реконструировать древние корни и грамматику пратюркского языка. То же самое было сделано и для тунгусо-маньчжурских, и для монгольских языков. Сравнение же пратюркского, прамонгольского и пратунгусского языков показало, что они во многом близки друг к другу. Сравните пратюркский корень «дюль» со значением «полдень», прамонгольский «дюли» — середина, полдень, полночь, и пратунгусский «дулын» — середина, половина. Или слово «волна», пратюркская «долга», прамонгольская «долгиган», пратунгусская «долган». Список подобных совпадений можно было бы продолжить, но ясно и так, сопоставляемые слова очень близки друг к другу. И что самое важное, сходство обнаруживают не просто отдельные языки, а праязыки, древние формы языка. Родство тюркских, монгольских, тунгусо-маньчжурских языков предполагают уже давно. Лингвисты объединили их в одну семью и назвали ее Алтайской, так как полагали, что именно на Алтае жили прапредки современных тюрков, тунгусов, монголов. Правда, не все языковеды согласились с тем, что когда-то существовала одна единая алтайская семья. Сходство многие объясняют не древним родством, а просто длительными контактами различных народов. Спор об алтайской семье
нельзя считать решенным и по сей день, хотя чаша весов за последние десятилетия все больше склоняется в пользу сторонников алтайского единства. Впрочем, само название этой семьи весьма условно, ибо территория древнего общеалтайского языка, если он существовал на самом деле, точно не установлена и по сей день, тем более что тюркский, монгольский и даже тунгусо-маньчжурский языки обнаруживают сходство не только между собой, они сближаются с языками, образующими уральскую семью.